Раскрытие диверсантов – провал украинской разведки. Россия задержала новых диверсантов в Крыму. Как всегда, то есть понятно, кто готовит. Артист готовит террористов. Украинскую разведку и Меджлис обвиняют в подрыве газопровода. Газопровод находится в поселке Перевальное и ведет к воинской части. Задержан лидер крымских татар в Крыму Нариман Джилял. Ворвались около 12 людей в масках через заборы, разбудили нас, стуча в окна, в двери. Подозреваемые в диверсии – 3 крымских татар. В Крыму начата расправа над членами Меджлиса крымско-татарского народа. Чтобы все понимали действия крымских татар в Крыму, которые 8-й год сопротивляются оккупанту. Из-за варварской добычи песка происходит нарушение экосистемы. Варварская добыча в Крыму. В зависимости от того, что подорвали, добывают щебень или черпают песок. Как Кремль выкачивает из Крыма ресурсы. И одна из приоритетных направлений выполнения федеральных программ – это является максимальное использование местных сырьевых ресурсов. Привет, это Крым Реалии. Расправа над членами Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму. Так украинские политики оценивают новую волну задержаний на оккупированном полуострове. Российские силовики задержали 5 крымских татар у них дома. Это первый заместитель Меджлиса Нариман Джилял, двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы, Эльдар Адаманов и Шевкет Усаинов. Куда именно их повезли, родственникам не сообщили. Люди начали собираться под зданием ФСБ в Симферополе, требуя объяснений, куда и почему увезли мужчин. Их также начали хватать и сажать в автозаки, так задержали около 50 человек. Братьев Ахтемовых обвинили в диверсии, якобы попытке подрыва газовой трубы, а Наримана Джиляла обвиняют в пособничестве диверсии. По версии ФСБ, 23 августа в селе Перевальное произошло повреждение газовой трубы, ведущей к воинской части. На 15 суток арестован без предъявления обвинения Эльдар Адаманов. Он бывший сотрудник крымско-татарского агентства, в настоящее время предприниматель из Евпатории. Знакомого, который работал у него в магазине, Шевкета Усаинова, суд также арестовал на 14 суток. В чем его обвиняют, неизвестно. Подробности новых громких задержаний в Крыму, на которые уже отреагировали в мире, в материале моей коллеги. Через систему образования, телевизионную пропаганду, административный контроль как в государственных, так и в частных учреждениях жители Крыма отучают от критического мышления, самостоятельности и осознанности, предлагая одобренные властью взгляды и суждения. Тех, кто отказывается усвоить новые представления об окружающем мире, характере власти, отведенном им месте в централизованной, а порою даже авторитарной системе общественных отношений через каналы официальной пропаганды, подвергают различным способам угроз, ограничений и преследований. Это Нариман Джилял. Фрагмент его видеообращения из Крыма показывает участникам экспертной панели о непризнании попытки аннексии Крыма. Обращение записали в Крыму до заседания, но Нариману удалось приехать на саммит и лично. Ему 41, он политик, журналист, политолог, общественный деятель. С 2013 года Джилял – один из заместителей главы Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас первый заместитель. Никогда не скрывал своих взглядов и высказывался прямо. Сегодня ответственность за соблюдение прав человека, за их нарушение на территории Крыма несет исключительно правительство Российской Федерации. Нариман Джилял все годы после аннексии жил в Крыму. Несмотря на давление и решение Верховного суда России в 2016 году о запрете Меджлиса как якобы экстремистской организации. Не хотел оставлять родной дом, хотя хорошо понимал, чем рискует. Публично и активно защищал права человека в Крыму. Так Джилял организовывал сбор передач для пленных украинских моряков и привозил их в Москву. Надеялись передать им еще в Симферополе эти вещи, но мы не успели, потому что в самый разгар расфасовки по пакетам передач мы узнали о том, что их вывезли в Москву, соответственно, в Лефортовское СИЗО и Матросскую тишину, известно. Нариман Джилял открыто приехал на заседание Крымской платформы 23 августа.
Приезд в Киев – это риски, и последствия не исключены. В день саммита сказал Крымреалии Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса, бывший политузник, который сам прошел через все то, через что сейчас проходит Нариман. Это делал осознанно, и они этот шаг сделали осознанно. Поэтому никто из нас не знает, чем закончится их обратная дорога. Но это выбор, и это демонстрация того, чтобы все понимали действия крымских татар в Крыму, которые 8-й год сопротивляются оккупантам. Насколько бы ни были тяжелые репрессии против народа. 3 сентября в Симферопольском районе с обыском пришли в дом Асана Ахтемова. Он сотрудник крымско-татарской газеты «Авдет». 4 сентября уже к его двоюродному брату Азизу Ахтемову. Они дружили с Нариманом Джелялом, и именно он первым сообщил общественности о задержании Асана. 4 сентября утром силовики пришли в дом и к Нариману. Ориентировочно где-то 7:15, 7:20 ворвались около 12 людей в масках через заборы, разбудили нас, стуча в окна, в двери. Муж открыл дверь, Нариман открыл дверь. Нас с 4 детьми заблокировали в отдельной комнате, поэтому все разговоры производил он. Мне лично никто не представлялся, документы не показывал. В своем письме из неволи Нариман признается, давно ожидал такого развития событий. Удивило, за что именно его взяли. Сначала Нариману сказали, что он свидетель, потом выдвинули обвинение в пособничестве диверсии. Подозрение в исполнении диверсии выдвинули братьям Ахтемовым. ФСБ заявляет, что подозревает их в попытке подорвать трубу газопровода, ведущую к военной части в Перевальном. Организаторами называют Главное управление разведки Минобороны Украины и Меджлис. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки ГУР Минобороны Украины в Херсоне, так называемой оперативной службой «Таврия» с участием запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа. Такие обвинения военная разведка Украины рассматривает как целенаправленный и системный комплекс провокаций со стороны Российской Федерации, заявили в ГУР Минобороны. Це є цілеспрямована провокація російської сторони, яка відбувається в системі, в комплексі загальних таких провокативних дій та заяв. На меті така провокація може мати декілька завдань. По-перше, це прикриття репресій, які відбуваються проти кримсько-татарського населення. По-друге, Головне управління розвідки не виключає, що відбувається в Криму пошук привідів для того, щоб активізувати такі репресії проти кримських татар. В Меджлисе аресты считают расправой и местью за крымскую платформу. В Крыму не просто очередная волна репрессий в отношении крымских татар со стороны российских оккупантов. В Крыму начата расправа над членами Меджлиса крымско-татарского народа, обвинение Нариману Джелялову и другим арестованным крымским татарам, подозрение якобы в совершении ими диверсий, свидетельствует о том, что Российская Федерация, и на самом деле это так, она начала, в общем-то, исполнение своих угроз по отношению к участникам крымской платформы. Мы по-другому не оцениваем то, что сейчас происходит в Крыму. После задержания родные долго не могли найти мужчин. Все силовики отвечали, что тех нигде нет. Обеспокоенные люди пришли под здание ФСБ. Здесь их хватали и сажали в автозаки. Журналист. Тем временем Наримана почти весь день держали неизвестно где, с мешком на голове и в наручниках. Заставляли дать признание, не снимая мешка с головы. Все, что с ним происходило, он изложил в письме и передал его адвокату. В комнате находилось минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят. Используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После него мягким голосом разговаривал добрый дядя. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня 2 пути – плохой и очень плохой.
Затем Наримана перевезли в ФСБ, заставили пройти полиграф, провели очную ставку с одним из братьев Ахтемовых. Тот успел дать понять, что его били. Вот это видео ФСБ распространяет как доказательство. Газовая труба, которую якобы подорвали 23 августа. И так называемое признание исполнителей подрыва. Адвокат Айдер Азаматов обращает внимание общественности. На видео Асан Ахтемов держится руками за живот. Правозащитники уверены, что признание выбили под пытками и что такие методы постоянно применяются в политически мотивированных делах в Крыму. Эти методы регулярно используются силовиками в Крыму. Буквально недавно был задержан корреспондент проекта «Радио Свобода» Владислав Есипенко. Его дело ведет тот же самый следователь Виталий Глазов. И мы знаем, что в его деле тоже фигурируют пытки, и пытки электрическим током, и психологическое, и моральное давление, и к нему также не допускались длительное время адвокаты по соглашению. Подконтрольный России глава Крыма Аксенов тем временем благодарит ФСБ и обвиняет власти Украины. Я хочу поблагодарить за профессиональную работу сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Мы другого не ожидали, уверены были, что всех раскроют и поймают. Как всегда, то есть понятно, кто готовит артист, готовит террористов. Ну, глава украинского государства, то есть другой тактики не имеет, только пробует, так сказать, путем жертв, насилия, террора запугать крымчан. Был ли на самом деле поврежден газопровод и как именно, проверить невозможно, заявляют правозащитники. Также невозможно получить подтверждение этого факта из других источников. Один из братьев Ахтемовых вообще является журналистом крымско-татарской газеты «Авдет», прекрасно образованный молодой человек, и я не представляю вообще этих людей, планирующих какой-то подрыв газопровода. Более того, мы не знаем, насколько этот факт является достоверным, потому что газопровод находится в поселке Перевальное и ведет к воинской части, одной из воинских частей, которая сейчас контролируется Российской Федерацией. Вы понимаете, что никто из гражданских лиц не может сейчас поехать и проверить, что за участок вообще был поврежден и был ли поврежден газопровод фактически. В материале пропагандистского телеканала «Россия-24» журналистских стандартов не придерживаются. Все задержанные названы виновными. И даны негативные оценки украинской разведки. Раскрытие диверсантов – провал украинской разведки, которая сегодня, к слову, отмечает годовщину создания. За 29 лет становления спецслужбы отвечать за безопасность своей страны не научились, а лишь вербовать, обучать подрывному и диверсионному делу участников экстремистских организаций. Хотя президент Незалежный, видимо, считает, что такой подход отвечает предназначению службы. Суды об избрании меры пресечения быстрые и закрытые. Суд арестовал всех троих на 2 месяца. К Нариману Джилялу смог попасть его адвокат Николай Полозов. Вот отрывок аудио из зала суда. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. И это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. Братья Ахтемовы отказались от адвокатов по соглашению, остались назначенными. Ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь. У меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся. А он сидит, и он просто ни на что не реагирует. Когда братьев вывозили из суда, родные кричали, чтобы они требовали защиту. Адвоката требует! Нариман Джилял отвергает все обвинения в причастности к диверсии. В суде воспользовался правом не давать показания. Нариман Джилялов заявил о том, что это уголовное дело является по своей сути политическим преследованием его. И я, как представитель стороны защиты, наряду с адвокатом Эмине Авамилевой, убежден в том, что истинная суть этого уголовного дела, конечно же, лежит исключительно в политической плоскости. Исключительно это преследование Наримана Джилялова за его высказывание, за его позицию, за его, ну, скажем так, за его взгляды.
И несмотря на то, что в настоящий момент он оказывается в условиях следственного изолятора, я убежден, что это тот человек, который не только не сломается, а по своей, наверное, сути лидер, который будет вести за собой других людей, своим примером показывая, что даже такое беспрецедентное жесткое давление не может сломить человека, на стороне которого правда и истина. В Киеве возле посольства России прошла акция протеста против репрессий в Крыму. Украинские активисты, политики, правозащитники, общественные деятели уверены, что волна задержаний – это политическая расправа. Президент Украины тоже заявляет, причина – Крымская платформа. США и Великобритания призывают Россию освободить Наримана Джиляла и всех политических узников. Заявления об этом обнародованы на сайте Государственного департамента США и в Твиттере министра Великобритании по делам Евросоюза Венди Мортон. Алексина Драгань для Крым Реалии. Боль была такой, что у меня мозг закипал и глаза взрывались. Так описал перенесенные пытки фрилансер «Радио Свобода» и Крым Реалии Владислав Есипенко. О жестоком обращении российских силовиков он рассказал в зале суда в Симферополе. 6 сентября подконтрольный России суд провел заседание по существу по делу Есипенко, и журналист заявил, что все показания из него выбили. Примерно через 1,5 часа мы вывезли из автобуса подвальное помещение, где оперативный сотрудник ФСБ положил меня на бетонный пол, разделили меня догола и надели на уши провода медные. Я пытался сопротивляться, но поскольку я был один и наручники, у меня ничего не вышло. То есть я голый лежал на полу, в это время подключили провода и пустили труп. Боль была такая, что там у меня мозги закипали, глаза взрывались. Российские силовики задержали Владислава Есипенко полгода назад, 10 марта в Крыму. В машине журналиста якобы нашли взрывчатку. Почти месяц к Есипенко не пускали адвокатов. Фрилансера Крым Реалии обвинили в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, изготовлении, переработке или ремонте взрывных устройств, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов. Обвинение требует 18 лет лишения свободы для Есипенко. Сейчас журналиста содержат в следственном изоляторе в Симферополе. Варварская добыча. Токсический песок для трассы Таврида, щебень из заповедников и гор и сотни карьеров – это последствия российского хозяйствования и выкачивания природных ресурсов Крыма. Эксперты говорят, что российские методы добычи вредят экологии и наносят колоссальный ущерб полуострову и Украине. Что же останется после России в Крыму, узнавал Игорь Токарь. Сотни карьеров и уничтоженные природные ландшафты. Это Крым, и здесь никогда такого не было. Украинские геологи отмечают, Крым очень богат на природные ископаемые. К примеру, здесь залегает 30% железной руды и 25% соды от общих запасов Украины. Мы можем выделить здесь флюсовый известняк. Запасы составляют почти 50% от всех запасов Украины. Также полуостров Крым богат месторождениями брома, калийной соли и других стройматериалов. Это снимки Национального центра управления и испытаний космических средств. Специалисты заметили на них нелегальные шахты, так называемые копанки. Их главное отличие в том, что эти рудники не имеют терриконов. Выдобытую породу просто вантажив. Добытую породу грузовиками просто высыпают кучами, рядом одну за одной. Вот такие кучки породы. Мы нашли их на Керченском полуострове. Их не было до оккупации, и таким способом добывают точно не песок, и угля там нет. Это делают люди, которые умеют работать на нелегальных шахтах. Я думаю, они нашли какие-то реально ценные полезные ископаемые, которые стоят такой шахтной добычи. По данным природоохранной группы UNCG, на полуострове сейчас функционирует около 260 карьеров. Норма у нас своя. Захотел заработать – заработал. Не захотел – не заработал.
До 2014 года фактически весь Крымский горный массив входил в природозаповедный фонд Украины. С приходом России заповедники и заказники превратились в источник стройматериалов, щебня и песка, которые добывают динамитом и экскаваторами. Карьер открыли возле села больше года назад. Здесь официально по документам добывают известняк. Правда, когда сюда приехала наша съемочная группа, работы почему-то остановились. Настоящий карьерный бум начался со строительством Керченского моста, а затем и трассы Таврида. Кстати, даже по российским законам этот проект не прошел бы согласование по экологическим нормам. Поэтому Госдума приняла закон, которым разрешила строительство фактически без экспертизы. Отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта инфраструктуры не является препятствием для принятия решения о предоставлении находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части в пользование для строительства, реконструкции объекта инфраструктуры. Вот примеры, которые удалось зафиксировать Украинскому космическому центру. Урочище Артезиан, рядом населенные пункты, и здесь в 2018-м посреди поля начали добывать песок. Село Холодовка. Здесь с 2017 года щебень добывают прямо в горах. Уже разработано более 20 гектаров. Это Бакальская коса, точнее то, что от нее осталось. При российской власти в Крыму целый географический объект исчез. Мы на самом краю Бакальской косы. Здесь у нас Бакальская бухта, здесь у нас, где построить открытое море, Карникидский залив. А там мыс Песчаный, который, конечно же, сейчас не мыс, он уже отдельная часть, как мы уже говорили, остров. Мы его назвали островом. То, что Бакальскую косу уничтожили рукотворно, признают даже подконтрольные России журналисты и чиновники. Сергей Аксенов обратился к прокурору с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на Бакальской косе. Из-за варварской добычи песка происходит нарушение экосистемы, и коса стремительно уходит под воду. По данным UNCG, в мае 2017 года прямо с косы добывали песок одновременно 4 судна. Есть прекрасные ландшафты. Это же курорт, причем национального значения. Люди ехали туда просто побыть и увидеть эти пейзажи. А теперь оказывается, что эти виды – это всего лишь щебень и песок. Их взрывают и в зависимости от того, что подорвали, добывают щебень или черпают песок. Это еще один карьер для российского федерального строительства. Вблизи Керчи добывали песок из накопителя для промышленных отходов. Во времена СССР их захоронили на территории Керченского железорудного комбината. В полукилометре от моря гидротехническое сооружение в 3 уровня. Дамба, плато и отводной канал. И Шламонакопитель начали вывозить на строительство, то есть этот отравленный токсичными отходами песок вывозили на строительство этого Керченского моста. Подконтрольные же Кремлю крымские чиновники еще с 2015-го рассматривали Крым как сырьевую базу стройматериалов, поэтому такие нарушения фактически не вызывают реакции у местных властей, говорят эксперты. В развитии Крыма определено, что Крым должен быть самодостаточным регионом. Общая задача стоит перед всеми – это выполнение федеральных программ. И одна из приоритетных направлений выполнения федеральных программ – это является максимальное использование местных сырьевых ресурсов. По подсчетам экспертов, из бывшего химического могильника вывезли около 1 миллиона кубометров токсического песка. И хотя из-за огласки шлам будто бы копать перестали, но по данным экологов, добыча все же не остановилась, а лишь изменилась технология. Ядовитый песок начали черпать из воды, а не выкапывать с вала, как было до этого. А оцей канал, який виходить там такий. Вот идет шламонакопитель, затем вал, а затем риф. И этот ров резко расширяется в 4 раза, и куча техники начинает вывозить песок из этого рва. То есть они обманули. Все эти токсины уйдут в землю, а по Крыму теперь идет не просто какая-то дорога, а дорога из токсичных отходов. До 2014-го Украина контролировала 137 тысяч квадратных километров акватории Черного и Азовского морей. Ее называют исключительной экономической зоной. И в этих границах именно Украина имеет право на исследование и добычу полезных ископаемых. Из-за аннексий и российского контроля эта площадь уменьшилась втрое.
до 12 До 12 морских миль – это территориальное море. На территориальное море распространяется государственный суверенитет. Затем от исходных линий и до 200 миль в сторону моря отсчитывается исключительная морская экономическая зона. Затем после этого отсчитывается континентальный шельф. Недра украинских акваторий исследованы на 4-5%. И только по этим данным в исключительной экономической зоне Украины уже хранится около 2 триллионов кубометров газа. Примерно столько же Украина использует за 50 лет. Те запасы и перспективные ресурсы, которые может принести нам именно шельф Черного и Азовского морей, полностью удовлетворяет наши потребности. И Украина из нетто-импортера на самом деле может стать нетто-экспортером природного газа. В 2013 году Украина для иностранных компаний выдала разрешение на добычу нефти в Черном море. Соглашение предусматривало проведение работ до 2063 года и инвестиции в $4 миллиарда. Если мы говорим о месторождении Субботина, то в 2013 году было подписано соглашение о разделе продукции с компанией Eni. Это итальянская компания. Были также и другие участники. Это соглашение как раз предусматривало разработку первого нефтяного месторождения на шельфе Черного моря. Это месторождение Субботина, но в связи с известными причинами аннексии Крыма этот проект остановился. Также в 2013 году Министерство энергетики и компания ExxonMobil, Shell, OMV Petrom подписали договор про заключение соглашения о разделе углеводородов на скифском месторождении. Из-за аннексии инвестиции заморозили. За домовленностью. По договоренности это будет 2 скважины, которые будут пробурены в следующем году, может чуть больше. По общим цифрам, по официальным данным, убытки от потери недр в Крыму и на шельфе Черного моря составляют около $50 миллиардов. Но, по моему мнению, эти цифры занижены. Не контролирует Украина и выкачку газа на скважинах Черноморнефтегаза, которые захватила Россия. А это около 2 миллиардов кубометров газа в год. Эксперты отмечают, что Россия ведет добычу варварски. И уже через 5-10 лет эти месторождения могут стать непригодными к дальнейшей эксплуатации. После возвращения Крыма в Украину люди, уехавшие из Крыма во время оккупации, они свой Крым уже не узнают. Обращаясь вот так вот с полуостровом, Россия четко дает понять, что она рассчитывает лишь на временную оккупацию. Она не рассчитывает быть в Крыму всегда, она пытается его истощить, исчерпать все ресурсы так, будто она уйдет из него уже завтра. Російська Федерація насправді своїми діями Российская Федерация, по сути, своими действиями легализует свои преступления. Она приучает весь мир к тому, что море вокруг Крыма принадлежит ей. В июле этого года правительство Украины подписало меморандум с ЕС о стратегическом сотрудничестве в сырьевой отрасли. В частности, один из пунктов предусматривает, что Украина с помощью системы Коперникус должна ввести космический мониторинг недропользования. Эффективное управление недрами и природными ресурсами способно, по нашим подсчетам, в течение следующих 10 лет добавить в ВВП Украины более 400 миллиардов евро. Систему Коперникус планируют применять и для наблюдения за Крымом, чтобы точно знать, какие виды добычи полезных ископаемых ведет Россия и какой ущерб таким образом наносит. Проект должны реализовать в течение 2-3 лет. Игорь Токарь, Никита Исайко, Крым Реалии. Если вы смотрите нашу программу в Крыму, присылайте на редакционный адрес актуальное видео из Крыма. Мы рассказываем, чем сейчас живут крымчане. И специально для крымчан бесплатная телефонная линия 8 800 301 69 75. Вы также можете оставить звуковое сообщение. Смотрите программы в Ютубе и в Фейсбуке. Это были Крым Реалии. Мы показываем, как живет аннексированный Крым. До встречи через неделю.